Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 11 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Достанем карту на отношения, на работу, на финансы и итог дня. Так, сегодня у нас выпадает тройка жезлов, карта результатов. Какие-то результаты наших прошлых действий мы уже получили. Скорее всего, это будет нас радовать, это будет нас вдохновлять. Это может касаться и результатов каких-то в профессиональной деятельности, да, может быть, даже первые деньги какие-то мы получаем, новый источник дохода наконец начинает работать, да, и у нас какие-то новые поступления от этого нового источника. Может быть, мы занимаемся какой-то новой сферой, новой идеей, да, и вот у нас здесь есть улучшение. Кроме того, если сегодня запланирован поход там, к косметологу, к парикмахеру, любые, в общем, процедуры, связанные там, с лицом, с внешностью, с одеждой, вот это все будет очень успешно, да, вам понравится ваш новый образ. Сегодня хорошо покупать одежду каких-нибудь ярких цветов. И что еще важно, если, допустим, вы занимаетесь спортом, да, как-то физическая какая-то деятельность у вас есть, вот она дает результат. Если вы ставили перед собой какие-то цели, вы уже вот что-то можете получить здесь. Допустим, вы хотели сбросить лишний вес, вот может быть результат. Либо на этот день вы назначили там себе диету, там водный день или еще что-то такое, да, вот тоже все получится, результат будет. Что еще важно по этой карте? Очень важно, чтобы мысли наши не расходились с нашими поступками. Вот как думаем, так и делаем. Что думаем, то и говорим. Вот тогда у нас все очень удачно происходит. Ну и, конечно же, карта может быть очень такая агрессивная, да, мы можем быть очень напористые сегодня. И стараться, знаете, взять на себя всю ответственность, все дела. Вот этого, конечно, не стоит прям в полной мере делать, да, нужно как-то приглушать. Это каким способом? Можно, допустим, разделить обязанности, ответственность свою поделить с другими людьми, да. Можно просто вот выплескивать излишние какие-то эмоции через физическое действие какое-то, да, рубить дрова, скажем так, или, может быть, спортом просто заниматься, хотя бы там длительная прогулка какая-то. Но в любом случае, смотрите, вот те результаты, которые сегодня у нас появляются, они очень важны для будущего. По сути, они уже определяют наше будущее. Вот те результаты, какие сегодня мы получили, прям проследите, это вот как бы начало, такое зернышко того, что будет у вас дальше. Теперь то, что будет помогать. Восьмерка пентаклей. Будет помогать желание доводить все до конца, проявлять свой профессионализм. Знаете, твердо и прочно стоять на ногах. Вот чтобы не просто у нас были какие-то идеи, мысли, да, но чтобы мы все это воплощали в жизнь, чтобы все это можно было как бы потрогать, скажем так, увидеть, да, то есть не ограничиваться одними какими-то идеями и мыслями. А что еще важно? Может быть, знаете, нужно довести до конца какой-то проект, хотя нам очень не хочется, либо на нас кто-то давит, либо обстоятельства заставляют, да, но все-таки вот именно нужно доработать. И вот именно сегодня это может получиться. Ну, либо сделать все от нас зависящее. Что может помешать? Старший аркан смерть выпадает. Это карта у нас трансформации, да. То есть, опять же, это карта старшего аркана. Если мы что-то сегодня не закончим, то тогда уже к этому нельзя будет вернуться и нельзя будет этот результат уже получить, потому что именно сегодняшний день он благоприятствует тому, чтобы мы
что-то завершили важное, да, не бросали на полпути, не надеялись на то, что как-то жизнь сама распорядится, все как бы плохое превратится в хорошее, да, безработица в работу и так далее. Нет, здесь не нужно этого ждать, не нужно ждать, что судьба сама решит. Нужно действовать самостоятельно, своими ручками, да, своими ножками. Отношения. В отношениях выпадает у нас дама жезлов. Карта говорит о том, что сегодня нам будет хотеться настаивать на своем, будет хотеться, чтобы исполняли все наши желания, чтобы последнее слово оставалось за нами и так далее. То есть карта говорит о том, что нужно быть осторожней, да, вот с командным тоном, допустим, в отношениях и так далее. Ни в коем случае не нужно навязывать свою позицию, свое мнение. Может быть, хорошо отстаивать какие-то свои интересы, которые вот лично вас касаются, вашего развития, ваших планов, целей, поездок и так далее. Для тех, кто в поиске. Партнеры, десятка, червовая. Карта говорит о том, что вы можете проявить себя сегодня очень ярко, и этим привлечете к себе человека, которому вы очень понравитесь, человек, который, возможно, в дальнейшем станет... ну, как бы вот это отношения перейдут в романтические, да, и он станет вам таким хорошим, верным другом. Действительно, есть замечательная возможность. Но только, смотрите, при вашей инициативе, если вы будете показывать все свои самые лучшие стороны, если вы будете там в самом лучшем виде своем, прекрасной форме, хорошо одеты, в общем, выглядите привлекательно и действуете как-то так, как не похоже, да, на других людей, в общем. Вы, в принципе, сегодня должны быть в такой, ну, как бы инициативе, да. Вы на себя привлекаете внимание, и вот таким образом находятся люди, которые вам подходят. Но только ни в коем случае нельзя чужую роль играть. Вот какие вы есть, такие будьте, иначе притянется человек не тот, либо вообще не придет человек, который вот вам предназначен, потому что вы будете выглядеть как-то не так, как вот есть на самом деле. Для тех, у кого есть пара, уже девятка, червовая, карта говорит о том, что у вас могут быть какие-то неожиданности, да, может быть даже вы будете обсуждать какие-то новости, которые вот узнали, очень важные для вас. Или, может быть, какой-то человек появится у вас в доме. Либо, допустим, придет мама там, партнера или ваша мама, да, и начнет вам диктовать условия, начнет говорить, как вам жить и как правильно себя вести и так далее. То есть здесь вот нужно быть осторожней, да, может быть конфликт на этой почве. Может быть вообще какая-то перемена очень важная в ваших отношениях благодаря каким-то, знаете, новым целям. Может быть, кстати, вот эта карта очень часто говорит об отдыхе, о поездках там на турбазу, на море, да, о походах там в парк, в кафе и так далее. Может быть, здесь еще какие-то такие вопросы будете решать. Может быть, о детях будете договариваться, может быть, это новость о ребенке, да, может быть, будете говорить, если уже есть дети, значит, может быть, как они будут проводить лето, может быть, как они будут обучаться, может быть, где-то будут выступать, может быть, это лагерь какой-то, да, вот, где они могут себя проявить, чему-то новому научиться, там посидеть у костра и так далее. Если у вас маленькие дети, то здесь может быть ваш разговор о том, чтобы отдать его там в детский садик, допустим, да, или наоборот на лето забрать из детского сада. Ну, в общем, вопросы вот таких детских площадок, дошкольных учреждений могут решаться. А если вы планировали какую-то операцию по вложению каких-то средств, да, вот какие-то лотереи, да, или, может быть, это какие-то рискованные операции. Вот карта говорит о том, что вот вам может захотеться сегодня, да, вот так рискнуть. Вот вряд ли это нужно, давайте посмотрим. Нет, не стоит сейчас этим заниматься, да, это может потерей обернуться для вас. Вот сегодня все-таки стоит сконцентрироваться больше на отношениях, да, на каком-то теплом взаимодействии, на понимании друг друга.
на влюбленности. Теперь давайте посмотрим. Знаете, вот у вас как будто бы отношения обновляются, как будто бы у вас заново тут медовый месяц может начаться. А для тех, кто в ссоре, семерка пиковая, карта говорит о том, что может быть лучше позвонить, даже не позвонить, а написать лучше, потому что когда вы звоните, да, вы можете как-то неправильно себя повести, да, поведение ваше может быть вызывающим или, ну, может быть, эмоциям каким-то поддадитесь, необдуманным, да, а вот написать это было бы хорошо, потому что там можно подумать, прежде чем что-то мы пишем, стереть, заново написать и так далее. Для работы выпадает пятерка пентаклей. Карта говорит о том, что в рабочих делах может быть кризис, но, скорее всего, это кризис такой целительный, и от нас зависит, насколько здесь будет все хорошо, то есть именно от нас самих. От нас требуется не залипать на каких-то проблемах, двигаться вперед, обучаться, может быть, чему-то новому, стараться, в общем, если какая-то проблема сегодня есть, 100% в ней заложено какое-то зерно, которое, вот, если вы его заметите, да, это прорастет в какие-то успехи по работе, именно и в денежной сфере потом будет улучшение. Вообще пятерка пентаклей, конечно, спорная карта, да, это у нас астрологически Меркурий в Деве. Но вот смотрите, Меркурий это как раз у нас планета для работы, для того, чтобы все везде успеть. Это планета информации, коммуникаций. И Дева это тоже знак, который нам обеспечивает все условия для того, чтобы мы работали, да, но только работать нам нужно здесь очень ответственно, понимать свои обязательства, обязанности, вот, может быть, иногда даже из чувства долга работать, да, и поэтому обычно пятерка пентаклей, она тяжело воспринимается, потому что мы здесь обязаны что-то делать, мы взяли на себя когда-то ответственность, да, и теперь хочешь не хочешь, нужно этим заниматься. То есть не хотим звонить, не хотим писать, не хотим общаться, есть какие-то, может, проблемы с документами, а нам нужно этим заниматься, да, вот такой будет у нас день. То есть придется немножко как бы наступить на свои желания, потому что работа есть работа, да, это не что-то приятное, это то, что необходимо для выживания, да, для того, чтобы зарабатывать деньги. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в поиске работы. У вас наконец-то может быть какое-то неожиданное предложение по работе, но это, скорее всего, совсем не то, что вы хотели. Может быть, работа довольно-таки сложная, трудная, может быть, требует, чтобы у вас какие-то новые навыки проявились, да, может быть, придется учиться. Может быть, это, кстати, будет и что-то связанное с интернетом, с сетью, работой удаленной и так далее. И, может быть, вам не понравится, как руководство, допустим, к вам отнеслось, может быть, слишком как-то прохладно, да, или, может быть, не ценят какие-то ваши там достижения, но это все временно, да, это просто эмоционально. Вот нужно постараться, вот есть возможность для того, чтобы вот как-то, скажем так, прорываться на новый уровень у вас. Есть возможность новую работу получить, но просто не такую, какую вы хотели. Но она вам нужнее, чем то, что вы хотели. Теперь для тех, у кого есть работа, девятка пиковая, карта говорит о том, что будет трудно, сложно, нужно будет все доделывать, стоять на своем, добиваться с помощью терпения своих целей. Может быть, нужно будет проявлять настойчивость, решительность, да, вот если, допустим, это касается каких-то звонков, общения с какими-то людьми, или, может быть, когда вы оформляете документы, нужно будет как-то настоять на своем, чтобы все-таки было дело сделано, да. Но, в принципе, вы создаете таким образом стабильную ситуацию, надежные условия. Работа есть работа. Для тех, у кого свое дело, туз пиковый выпадает. Карта говорит о том, что у вас, скорее всего, будет слишком такое эмоциональное отношение к работе. Или, может быть, знаете, будет там полдня, допустим, получается, полдня не получается. Как-то эмоционально можете реагировать. Может быть, какой-то
какая-то сложность, связанная вот с женщиной, допустим, либо женщина-клиент, либо женщина в коллективе, либо вот кто-то вмешивается в вашу работу, как конкурент женщина, допустим, да, вот может быть такое. Если, допустим, вы заключаете какие-то договоры, контракты, то вот здесь тоже может быть, знаете, либо слабые места, либо что-то непроработанное, либо что-то скрытое. Вот здесь нужно хорошенечко все прорабатывать, просматривать. В принципе, вы можете здесь добиться успеха, если только обращать внимание на свою интуицию, да, не слушать всех, кто что вам говорит, а вот именно больше не на разум даже, а на свои чувства обращать внимание, они вам точно подскажут, что и как лучше всего, да. Так, теперь о финансах. В финансах выпадает император, карта хорошая. Это карта как бы денежная, это те финансы, которые мы уже организовали для себя. А для тех, кто на зарплате, может быть, будет даже зарплата свыше нормы, да, или оплата выше нормы. Это может быть, кстати, и спор какой-то с начальством за деньги, да. Так, что тут? Ну, знаете, если вы даже с начальством говорите, надо, чтобы у вас были разумные доводы, да, может быть, даже цифры какие-то, бумаги какие-то для того, чтобы вот разговаривать с начальством о деньгах. Поэтому вот нужно именно конструктивный диалог вести, чтобы не было проблем, иначе вы можете вообще тут поссориться и уйти вообще с работы, да. А теперь либо вообще начальник вас, допустим, может рассчитать. А для тех, у кого свое дело, скорее всего, нужно будет решать какие-то вопросы самому, как предприниматель, либо находить людей, которые вам могут в этом помочь, которые либо тоже предприниматели, либо они стоят у власти, да, чиновники, может быть, какие-то, разрешающие документы, возможно, какие-то вам нужно здесь получать, либо их поддержку. Также карта говорит о том, что в деньгах у вас могут осуществиться какие-то ваши самые смелые мечты с помощью других людей, либо вот какие-то у вас смелые идеи есть, да, вы можете начать их осуществлять уже сегодня, вот по финансам. Вот даже уже какие-то первые могут быть успехи. Но еще смотрите, что важно. Может быть, будет какое-то предложение по деньгам, от которого вам нужно будет отказаться, потому что оно для вас, да, может быть, знаете, выгодно это будет для там, администрации, для государства, но невыгодно для вас. То есть вот от таких лучше отказываться вообще предложений, потому что иначе вами просто воспользуются. В конце дня у нас 5 мечей. Карта говорит о том, что, скорее всего, будут ошибки какие-то в течение дня, которые связаны с общением, с документами, с клиентами и так далее. Может быть, и в отношениях с близкими людьми, да, и вот желательно бы в конце дня это все проанализировать, да, для того, чтобы вот любые даже ошибки сделать, как сказать, в общем, из любых ошибок сделать что-то полезное для вас, да, сделать какие-то выводы на будущее. 5 мечей у нас Венера в весах, да, это вот все, что касается нашей дипломатии, все, что касается наших взаимоотношений. Вот здесь нужно вот хорошенечко продумать и обдумать, как нужно было поступить, стоило ли соглашаться, допустим, на какие-то сделки, стоило ли договариваться о каких-то обязательствах, обещать кому-то что-то. Вот в конце дня желательно об этом подумать. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.